Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Привет, друзья мои хорошие, с вами Юля Буллет. Добро пожаловать на мой канал, рада вас здесь видеть. И сегодня мы с вами немножечко поболтаем. Как я поняла, судя по вашим комментариям, вам действительно нравится, когда я вам что-нибудь рассказываю, когда я просто болтаю. А когда идет видео просто с музыкой на фоне, вам как-то грустно становится. И сегодня я решила с вами кое-чем поделиться. Во-первых, давайте попробую, наверное, вам рассказать о книгах, которые я недавно прочла. Кстати, прочла я эти 3 книги примерно за неделю, все вместе. И книги, о которых я вам сейчас расскажу, это 2 книги «До встречи с тобой» и «После тебя». И вторая книга Зои Исаак, знаменитой британской блогерши, «Девушка онлайн в турне». Кстати, ребят, напишите в комментариях, если вы читали эти книги или собираетесь читать. В общем, расскажите ваше мнение. Ну и давайте начнем с первой книги «До встречи с тобой». Это книга-бестселлер, книга-роман о девушке Луизе Кларк. Это простая девушка, которая живет обычной, серой, обыденной жизнью, у которой все на автомате. Это, знаете, как раз тот случай, когда ты что-то делаешь, и ты это сделал, ты это знаешь, что сделал, но не помнишь как. Потому что это уже все у тебя на автомате, на подкорке где-то записано. Ты даже не проживаешь те моменты, когда ты что-то делаешь. Кстати, вот вам отличный пример. Бывает ли у вас такое, когда вы заходите в лифт или просто спускаетесь по лестнице, или уже вышли даже из дома и вспоминаете, думаете, пытаетесь вспомнить, а закрыла ли я дверь? Бывало такое? Так вот, вы этого не помните, потому что вы проживаете жизнь просто-напросто на автомате. И об этом, конечно же, нигде, ни в рецензии, ни в книге не сказано, но это чисто мое мнение, мой вывод. В общем, девушка, ей 26 лет, она уже много лет работает в одном и том же кафе, в которое она даже не особо-то и хотела устраиваться, она просто наспор зашла в кафе и спросила, есть ли работа. И работа оказалась, и она там осталась. Также Луиза встречается с парнем, Патриком. Патрик у нас такой, знаете, неоднозначный персонаж. Он такой легкий, что ли, поверхностный и в то же время не совсем такой простой. Почему, вы узнаете в конце книги. Он у нас приверженец здорового образа жизни, спортсмен, марафонец, знает 500 блюд, которые можно приготовить из индейки. И вот в один момент кафе, в котором работает Луиза, закрывается. Соответственно, ей нужно искать новую работу. Она идет в поисках, как это, наверное, как получается у нас биржа труда, идет искать работу. И ей ничего не могут предложить, потому что у нее нет ни образования, ни какого-то опыта. И, в общем, большинство вариантов работы, которые ей предлагают, это сиделкой. На что она категорически не хочет соглашаться, не хочет сидеть с стариками, как она говорит. Но все-таки ей приходится согласиться на один вариант. И она устраивается на работу сиделкой у молодого мужчины, квадроплегика, то есть человека, у которого отказали 4 конечности, руки и ноги, он ничего практически не чувствует ниже головы. Этот мужчина жил очень яркой жизнью, этот мужчина наслаждался жизнью, он любил жить, он любил активный спорт, он не сидел на месте, и в один момент все это прекратилось. Совершилась трагедия, и на удивление это произошло не во время катания на горных лыжах или во время скалолазания, нет, на него просто-напросто наехал мотоцикл. И вот в тот момент, когда наши главные герои Луиза Кларк и Уилл Трейнер встречаются, их жизнь меняется. Но чуть немного забегу вперед и скажу, что все-таки больше жизнь меняется у Луизы, но не у Уилла. Ну а дальше вам нужно будет прочесть самим. И знаете, я скажу, что эта книга мне понравилась. Эта книга мне понравилась настолько, что я просто в тот же вечер решила прочесть продолжение. Продолжение «После тебя». Ну и, ребят, сразу говорю, что если вы не читали первую книгу, то сейчас будут спойлеры, поэтому заранее прошу вас прощения. Хотя, знаете, сам факт того, что есть продолжение книги, и эта книга называется «После тебя»,
на самом деле говорит сама за себя, на самом деле она сама является спойлером. Так вот, как я уже сказала, вторую книгу я начала читать тем же вечером. Я не сомневалась, конечно, что я прочту продолжение, но я думала, подожду, наверное, до завтра. Но нет, я не выдержала и купила тем же вечером книгу и начала ее читать. И знаете, вторая книга меня на самом деле удивила, потому что первая книга закончилась, знаете, на таких позитивных нотах. Все хорошо, и даже все будет лучше, и есть перспективы, есть планы, все намечено, все распределено. Но вторая книга нас, конечно, спускает с небес на землю. События во второй книге происходят практически спустя 2 года после окончания событий в первой книге. Да, как-то так скажу. У Луизы Кларк жизнь, можно сказать, и изменилась, и не изменилась. Да, она уехала из своего родного города, она переехала от родителей, живет одна. Она купила квартиру, живет в каком-то районе Лондона. И она даже нашла работу, устроилась на работу. Но вот в чем суть, в чем же ее жизнь не поменялась. Она работает официанткой в кафе в аэропорту. Она много работает. Не потому, что у нее много работы, а потому что ей не хочется идти домой, ведь дома она будет одна, приходит домой поздно, выпивает бутылку вина, ложится спать, и вот так изо дня в день. Ничего нового абсолютно. Луиза страдает, ей больно, ей плохо, и да, Уилл хотел, чтобы ее жизнь изменилась, но, как вторая книга показывает, не в лучшую сторону на самом деле, потому что она теперь и днем, и ночью, можно сказать, думает о нем, и с ней происходит несчастный случай. Это происходит буквально, по-моему, на первых же страницах, практически на первых же страницах. И уже здесь нам автор дает зацепку, как же у нас будет развиваться дальнейшая судьба. Но дальше я вам точно рассказывать не буду, потому что если я сейчас первую книгу проспойлерила, то вторую я вам точно рассказывать не буду. Но хочу сказать, что вторая книга мне на самом деле гораздо больше понравилась. Я даже не могу объяснить, почему конкретно. Если в первой книге мне было грустно, мне хотелось плакать, но как-то финал меня приободрил, то во второй книге все настолько непредсказуемо, все настолько безбашенно, и хочется сказать: дура, ты что делаешь вообще? Ты куда? Ты как? Ты зачем? И здесь мне это понравилось на самом деле. Обе эти книги довольно-таки легкие, довольно-таки поверхностные, такие интересные, спокойные романы, которые действительно можно почитать просто перед сном. Или когда вы просто хотите немножечко отвлечься, разгрузиться после какого-то тяжелого рабочего дня или учебного дня. Я бы сказала, что можно почитать, если вы любите романы. Ну и немножечко вам расскажу о книге Зои Сак. Опять же, если вы не читали первую книгу «Девушка онлайн», то вы, конечно же, ничего не поймете во второй книге. Вторая книга, в принципе, как и первая, это очень легкое чтиво, правда. Если я говорила, что первые 2 книги довольно-таки легко читаются, то «Девушка онлайн» и «Девушка онлайн в турне» читаются еще легче. Это, наверное, идеальные книги, такие подростковые, спокойные, легкие, где никаких таких каких-то криминальных, детективных случаев нет, где все так легко и спокойно. Вот ее я прочла, наверное, просто дня за 1,5. Да, как-то так. И, наверное, даже особо суть вам рассказывать об этой книге я не вижу смысла, потому что если вы читали первую книгу, то вы знаете примерно, о чем будет вторая книга. Она написана в том же стиле. Если вы не читали первую книгу, то вам абсолютно ничего не даст описание сейчас второй книги. Но я могу сказать, что если вам нравится, если вам нравятся соцсети, если вам нравится YouTube, если вам нравятся блогеры, если вам нравятся, книги про такие легкие подростковые отношения, про дружбу, то это однозначно то, что вам нужно. Я, можно сказать, практически гарантирую, что вам это понравится. Ну и напоследок, ребят, давайте вам, наверное, расскажу еще немного о фильме, на который я недавно сходила. Это «Первый мститель. Противостояние». Я, на самом деле, не фанат комиксов, я даже больше скажу, что я не читала
ни одного комикса по Марвелу, но вот именно фильмы по комиксам я просто обожаю. И этот фильм не стал исключением. «Первый мститель. Противостояние» — это третий фильм о Капитане Америка. Здесь, наверное, практически ничего привычного из предыдущих фильмов о Мстителях вы не встретите. Здесь практически нет юмора, здесь все серьезно, здесь действительно сложные отношения завязываются, Мстители раскалываются на две команды, и тем не менее от этого фильм не становится хуже. Фильм мне безумно понравился своим сюжетом и дико понравился спецэффектами, которые там выполнены. Это очень классно. Подбор музыки, как всегда, великолепен. И хотя нет, немножечко юмора все-таки присутствует в этом фильме, и вытаскивает этот юмор два новых персонажа, очень даже классные на самом деле. Это Человек-паук и Человек-муравей. Да, по-моему, Человек-муравей. Вот, кстати, на Человека-муравей я тоже ходила в кино. Очень классный фильм, рекомендую. Ну, уже, конечно, не в кино посмотреть, а просто купить диск и посмотреть. Но, правда, мне понравилось. И знаете, вот еще что меня удивило довольно-таки. Я не знаю, впервые это или нет, но, по крайней мере, я в первый раз шла в кино, зная, что будут еще две сцены после титров. Первая сцена после коротких титров и вторая сцена после длинных титров. Я не помню, сколько я ждала, но, наверное, минуты 3, 4, 5. И, знаете, я подошла к администратору, наблюдающему, и спросила, будут ли титры, ну, точнее, первые титры короткие. Я посмотрела, потом пошли большие титры. Я пошла выбросить мусор и спросила заодно у девушки, будет ли сцена после длинных титров, не выключат ли фильм. Она сказала, нет, все будет. И знаете, я удивилась, а почему бы не сказать всем остальным людям, что «Эй, народ, остановитесь, там будет еще две сцены, вы подождите, вы куда уходите?» Почему я осталась одна? И я даже спросила у нее, а вообще есть кто досматривает до последней сцены или все-таки все уходят? И мне сказали, нет, вы знаете, вчера тоже вот одна пара была. Вы представляете? И, возможно, ведь так бывает если не на всех, то не знаю, там, на каждом втором, на третьем фильме сцены, до которых мы просто не досиживаем. И, ребят, кстати, напишите в комментариях, ходили ли вы на этот фильм, понравилось вам, не понравилось. И что вы думаете по поводу сцен, которые идут после титров, о которых, ну, можно сказать, практически никто не знает. И здесь, наверное, уже надо заканчивать, потому что, по-моему, я слишком много уже наболтала. В общем, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что досмотрели до конца. Ставим лайки, если хотите еще, чтобы я с вами больше болтала и было больше таких видео. Непременно подписываемся на мой канал. Если вы смотрите это видео и почему-то все-таки еще не подписаны на мой канал, то непременно подписываемся. Добавляйтесь, друзья, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, Твиттер. До встречи в новых видео. Пока-пока.